На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Амшикушара. Здравствуйте. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 3 августа следующая. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 46 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Обследование всех контактных лиц продолжается. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и 3 пациентов умерли. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В Абхазию после открытия границы продолжают прибывать российские туристы. За выходные российско-абхазскую границу пересекли порядка 7 тысяч автомобилей и 30 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба сочинской таможни. Сегодня ситуация на абхазо-российской границе идентична ситуации августа 2019 года. То есть это достаточно большое количество граждан, в том числе и на автотранспорте. Между тем, ситуация с распространением коронавирусом внутри страны сложная. Стало известно, что в числе больных есть дети. Как развивалась ситуация в Абхазии эти несколько дней после открытия границы, об этом в хронологической последовательности Амелия Бисмарк. Делегация Роспотребнадзора покинула территорию Абхазии после 27 июля. Об итогах проведенной работы специалисты ведомства доложили председателю правительства Российской Федерации. На основе материалов проведенной инспекции Михаил Мишустин 1 августа издал распоряжение об открытии российско-абхазской границы. В то же время власти Абхазии сообщили об открытии границы со своей стороны. После официального опубликования столь долгожданной для жителей обеих стран информации через КПП ПСОУ двинулся значительный поток людей. Многие граждане России ожидали открытия контрольно-пропускных пунктов прямо на асфальте. Когда запрет на пересечение был снят, уже за первые 15 минут в сторону Абхазии заехало более 600 автомобилей. Эту информацию оперативно предоставили сотрудники погрануправлений. В Сухуми тем временем проходило заседание оперативного штаба по защите населения от коронавируса. По его итогам было подтверждено, что справки об отсутствии инфекции для граждан обеих стран при въезде на территорию другого государства сейчас не требуются. Разрешить пересечение границ. Это указание уже работает. Мое мнение и мнение членов штаба требовать у въезжающих в Абхазию ковид-справки мы не можем, потому что граждане Абхазии, лица, выезжающие из Абхазии в Россию, не будут с них требовать справки. Вот то, что мы видим из сегодняшних документов. Согласно таможенным данным, более 30 тысяч человек пересекли в обоих направлениях границу между Абхазией и Россией за последние 2 дня. Через автомобильный пункт пропуска с 1 по 2 августа было оформлено около 7 тысяч транспортных средств. Известный факт, что большинство людей, прибывших в нашу республику, это запоздалые туристы. Министерство по туризму Абхазии в режиме реального времени проводит мониторинг ситуации. Большая часть приезжих – это люди в составе сформированных групп. Остальные едут отдыхать, что называется, дикарем. Режим особого контроля введен и на туристических объектах страны. Туристические объекты соблюдают все предписания санитарно-эпидемиологической службы, предписания Минтуризма. Пока у нас вопросов к ним нет. По поводу въезжающих граждан иностранных на территорию Республики Абхазия, Министерство туризма рекомендует при себе иметь маски и индивидуальные средства защиты. Значит, на объектах турпоказа уже дежурят наши сотрудники с целью контроля, соблюдения всех рекомендаций и предписаний. За один только вчерашний день на Вафонскую пещеру посетили более 400 человек. Сегодня билетов было продано в 2 раза больше. В Рицинский реликтовый национальный парк к середине дня 3 августа заехало более 2000 человек. Однако, по словам заместителя министра по туризму, количество людей в 30 тысяч человек не говорит о масштабном наплыве отдыхающих. Данные колеблются в пределах средних летних значений, подчеркивает Дато Каджая. С каждым часом, конечно, поток людей увеличивается, идет загрузка, но пока говорить о каких-то конкретных цифрах, полных загрузках, пока об этом речи не идет. Прогнозы делать трудно, но по тому
за эти несколько дней, вот как пошло, да, пошли люди, я думаю, что, конечно, какого-то бума уже не будет, потому что сезон уже больше половины как сорван, наверное. Но люди будут, какая-то часть будет, и я думаю, часть сезона состоится. В преддверии открытия границы российские и абхазские специалисты здравоохранения приняли совместное решение, которое говорит о том, что в случае заражения COVID-19 приезжие россияне будут направляться на лечение на родину. В то же время ситуация в местных медучреждениях продолжает оставаться достаточно серьезной. По поводу госпитализации я хотела сказать. Мы учитываем возраст. Молодые люди, да, предположим, конкурсанты, да, лежали. Есть такие, которые, например, были носители просто те, которые носители бессимптомные, но мы их старались не брать. Сейчас мы легкой степени не будем брать, потому что у нас это стационар, практически он теперь уже мы средней тяжести и тяжелый. На 3 августа в Гудаутском госпитале проходит лечение 32 человека. Лишь у одного из этих пациентов инфекция не подтверждена. Люди лечатся в стационаре целыми семьями. Часть граждан находится на самоизоляции. Об этом нам по телефону рассказала главный инфекционист Гудаутского госпиталя Ангелина Оторба. Подтвержденный COVID-31. Задействован инфекционный госпиталь и задействован один этаж основного корпуса, в котором находится на лечении 2 семьи с детьми, минимальненький, самый младший год 2 месяца, а самым старшему 13 лет. 44 места у нас на инфекционном блоке, которые мы больше будем использовать как реанимационные. А в основном корпусе пока еще не полностью готово, но планируется, общий госпиталь должен быть где-то на 300 мест. Персонал как эмоционально, так и физически нагрузка большая, потому что, учитывая, что и время года они работают в противозащитных костюмах, которые, чувство перегрева, жара. Специалисты призывают граждан республики соблюдать все меры предосторожности и следовать предписаниям медиков. Однако здесь важно не перейти грань разумного. Зачастую многие люди, которые до этого отрицали существование коронавируса, после случайного контакта с заболевшими молниеносно перевоплощаются в паникеров и своими неоправданными действиями вводят окружающих в растерянное состояние. Именно этого нам и надо избежать. Амелия Бисмарк, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Премьер-министр Александр Анквав, возглавляющий координационный штаб Абхазии по защите населения от коронавирусной инфекции, прокомментировал распространенное накануне сообщение от имени Минздрава и заявление некоторых членов оперативного штаба при министерстве о возможных проблемах в системе здравоохранения в связи с открытием границы. Удивляет то, что все члены оперативного штаба давно знали о проводимых консультациях с российскими коллегами и о ходатайстве руководства страны перед правительством Российской Федерации об открытии границы. Однако своих опасений в подготовительный период они не высказывали, при том, что очаги новых вспышек коронавирусной инфекции уже были зарегистрированы. То, что в нашей стране есть объективные трудности с кадровым обеспечением определенных направлений здравоохранения и полной готовностью противостоять пандемиям, не сенсационная новость. Сама организация охраны здоровья в целом далека от должного уровня. И если данное положение дел явилось открытием для некоторых руководителей, то вывод может быть один – они плохие руководители, не ведающие, где и кем работают, подчеркнул Александр Анквав. Создается впечатление, что этим совещанием и паническими заявлениями его участники хотят застраховаться на случай осложнения эпидемиологической обстановки. Мы же предупреждали. Другого объяснения происшедшему нет. Остается рекомендовать должностным лицам системы здравоохранения республики, испытывающим панические настроения, незамедлительно подать в отставку. Снимите с себя ответственность сегодня, а не потом. Стране нужны руководители, способные принимать быстрые профессиональные решения в нестандартных ситуациях, а не распространители провокационных заявлений, готовые сбежать при любом осложнении обстановки, заявил глава правительства.
Между тем, и в Гагре, где традиционно останавливается отдыхать большинство российских туристов, обсуждают необходимые меры на случай заражения коронавирусом. Об этом в материале наших коллег из Гагра ТВ. Исполняющий обязанности главы администрации Гагарского района Юрий Хагуш провел совещание со своими заместителями, представителями районного здравоохранения, санэпидемстанций, силовых ведомств, на котором разрабатывался план действий в случае массового заражения коронавирусом как среди местного населения, так и туристов, отдыхающих в санаторно-курортных комплексах и частном секторе. Как подчеркнул Юрий Хагуш, Гагра первая примет удар в случае распространения вируса, и поэтому необходимо совместно подготовиться к крайним мерам. На шаг впереди должны быть даже в пансионатах. Наши участковые должны каждый день заезжать. Там есть у них свои медсестры, надо контролировать, чтобы халатно не отнеслись. Заместитель главного врача Гагарской центральной районной больницы по лечебной части Индира Арсали рассказала о существующих проблемах в медучреждении и о том, какую медицинскую помощь они готовы оказать населению сегодня. Что касается иностранных граждан. Если в отеле мы выявляем этого больного, он остается в своем номере еще сутки, до окончательного диагноза. После установки диагноза мы его, получается, везем на территорию Российской Федерации. Но если он средней тяжести или легкой, пока вот непонятно, его, естественно, в ковид-центр в Сочи не примут, если он не нуждается в экстренной помощи. Оставлять его на территории тоже не получается. Вот. В любом случае граждане России, скорее всего, в Гудауту не попадут, потому что там у нас на сегодняшний день 30 человек лежит, разворачивают главный корпус. Ну, еще 300 человек мы положим. Выслушав все проблемы, исполняющий обязанности главы района отметил, что к совместным действиям против распространения вируса должны подключиться директора домов отдыха, санаториев, частных гостиниц. Ответственность и сознательность обязаны проявить и жители района, которые принимают отдыхающих у себя дома. Что касается объектов массового скопления людей, то силами МЧС Гагарского отделения будет проведена дезинфекция. Участковые со своей стороны проконтролируют ситуацию с коронавирусом в курортных объектах. Уважаемые жители Гагарского района и гости курорта, в случае проявления подозрительных симптомов, указывающих на опасный вирус, вы можете позвонить по номеру горячей линии, который указан на экране. Об эпидемической ситуации в Ингушетии рассказал нам по телефону наш соотечественник Зураб Маршаня, который занимает в республике должность начальника отдела управления Роспотребнадзора по республике Ингушетия. С ним беседовала Анна Гуния. Зураб Георгиевич, здравствуйте. Какая эпидемобстановка сейчас в Ингушетии? Анна, добрый день. Всегда приятно пообщаться. Эпидобстановка в Ингушетии стабильная. Значительная продолжительность времени коронавирус идет на спад. Хотя ежедневно по сегодняшний день регистрируется определенное количество случаев, которое несколько выше, так скажем, чем количество случаев регистрации в Абхазии. Но тем не менее, мы все считаем, что идет спад, потому что в пик месяца 2,5-3 назад это было в десятикратно выше. Отслеживаете ли ситуацию в Абхазии? Конечно, ситуацию в Абхазии отслеживаю. Не совсем посторонняя, мягко говоря, для меня ситуация. Но не только в Абхазии, и по всему миру, где получается получить какую-то информацию, постараться ее проанализировать. Значит, что хочу сказать. То, что по интернету пишут официально, что увеличивается количество случаев. Там 6, потом 8, потом 10. Значит, что могу сказать? Надо прежде всего исходить из того расчета, что количество обследований ведь тоже увеличилось. И буквально месяца 3 назад, обследовали там около 30 человек в сутки, а сейчас там 130-150 в сутки. Соответственно, и будут больше выявлять, это понятно, да. Зураб Георгиевич, вы долгое время работали в Абхазии, знаете хорошо абхазское здравоохранение. Что порекомендуете нашим врачам? Во-первых, коллегам хочется посоветовать терпения. Дело в том, что нормативные документы существуют. Есть рекомендации Роспотребнадзора Российской Федерации, есть рекомендации Федерального Министерства здравоохранения. Им надо следовать, они очень продуманные, очень эффективные. То, что касается вопросов организации оказания медицинской помощи, надо, наверное, потихоньку приходить к тому, что это заболевание так быстро из
оборота не уйдет. Это одно из тех заболеваний, с которым, скорее всего, придется жить. И не 1 год, и, возможно, не 1 десятилетие. Поэтому я бы хотел порекомендовать создать какую-то, или постараться создать какую-то более мобильную систему, которая бы реагировала на увеличение и снижение количества пациентов. То есть кому, кого, куда везти, кто за что отвечает. Ну, чисто такие организационные моменты. С подобными заболеваниями можно справиться только общими усилиями. Спасибо, что были на связи. Вам здоровья и рада была вас слышать. До свидания. Спасибо, всего доброго. И пусть никто не болеет. Президент Аслан Бжаня представил аппарату администрации президента Сергея Шамба, назначенного секретарем Совета безопасности Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба президента. Указ о назначении секретаря Совбеза Сергея Шамба подписан главой государства 28 июля. Сергея Мироновича знают все. Это известный общественный и государственный деятель. Имя Сергея Шамба неразрывно связано с новейшей историей нашего государства, сказал Бжаня. Президент пожелал успехов Сергею Шамба на новом ответственном посту. В свою очередь, новый глава Совбеза поблагодарил президента за оказанное доверие. С 1 августа в банкоматах Абхазии прекращено обслуживание пенсионных банковских карт. Получение российской и абхазской пенсии теперь будет осуществляться в кассах Сбербанка и других кредитных учреждениях республики. Все подробности в репортаже наших корреспондентов. Пенсионеры Абхазии теперь должны ежемесячно посещать кассы сберегательного и других банков республики. При необходимости деньги может получить родственник, если у него есть доверенность, оформленная согласно законодательству республики. Новые правила связаны с тем, что после смерти пенсионеров держатели их банковских карт задолжали Пенсионному фонду России более 17 миллионов рублей. Это решение было принято не нами. Это решение было принято Пенсионным фондом России. Пенсионный фонд России известил об этом Министерство социального обеспечения Республики Абхазия. И они с соответствующим письмом обратились к нам. Мы вынуждены подчиниться. Ежемесячно российская пенсия поступает в Абхазию в размере 320 миллионов рублей. Для упрощения процедуры получения банки будут принимать граждан по графику. Выплаты теперь будут начинаться одновременно во всех районах республики и выдаваться поочередно разным возрастным группам. Первая группа – это самый старший пенсионер до 40-го года рождения. Они будут получать пенсию, начиная с 17 числа. Следующая группа до 53-го года рождения, она будет получать пенсию, начиная с 20 числа. И оставшиеся все пенсионеры, начиная со 2 сентября, получат пенсию. Что касается графика платежей, он ежемесячно будет разрабатываться индивидуально в связи с тем, что в каждом месяце у нас на разные дни выпадают выходные дни или праздничные. И во избежание очереди столпотворения был выработан соответствующий график. Те пенсионеры, которым по каким-либо причинам не удалось прийти в назначенные дни, смогут забрать деньги в любое время. Обслуживание будет вестись как в головном офисе Сбербанка, так и в его районных отделениях. Кроме того, пенсионеры смогут получать выплаты и в коммерческих банках республики. Эсма Голанзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. С июля у жителей Чемчирского района появилась возможность сдать документы для обмена российских загранпаспортов по их месту проживания. Руководитель пункта по оформлению заграничных паспортов Российской Федерации и российского гражданства при Кабинете министров Абхазии Фаина Герман рассказала, что такое решение было принято для того, чтобы гражданам не приходилось приезжать в Сухум несколько раз. Консультирование по сбору пакета документов для обмена загранпаспортов в России будет осуществляться и в других районах Абхазии. Прием документов в Чемчирском районе мы начали с июля месяца. 2 раза в месяц мы приезжали в Чемчиру, вели прием граждан для того, чтобы хотя бы в какой-то мере облегчить ситуацию и немножко хотя бы помочь людям в том, чтобы несколько раз они не ездили в Сухум и не сдавали документы. Мы приняли порядка 500 человек. Прием ведется через неделю в субботу. Мы заранее даем объявление, в какое время мы приезжаем. Прием ведется в администрации города Чемчира.
В связи с кончиной Хрипса Джопуа, ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Ахтябша третьей степени, в разные годы занимавшего руководящие посты в органах государственной власти, создана комиссия по организации похорон под председательством исполняющего обязанности главы администрации Чимчирского района Станислава Амичпа. Как сообщает комиссия, похороны состоятся 4 августа в селе Чулов у Чимчирского района. Зачислены без дальнейших вступительных испытаний. В Сухумском открытом институте прошел первый вступительный экзамен. Однако и здесь абитуриентов ждал сюрприз. Из-за сложившейся эпидемической ситуации в стране решением приемной комиссии вуза поступающие освобождены от сдачи оставшихся экзаменов. В этом году они будут зачислены по результатам первого и единственного экзамена. Репортаж Гугуцы Вардания. Задолго до начала первого вступительного экзамена во дворе Сухумского открытого института собрались молодые люди, каждый из которых уже определился в выборе будущей профессии. Преподаватели вуза проверяли абитуриентов на знание родного языка письменно. Новость о том, что поступающим не нужно будет сдавать оставшиеся экзамены, ребята восприняли с большой радостью. Федор Карпунов долго выбирал будущую профессию. Сначала решил связать свою жизнь с туризмом, но родители посоветовали выбрать что-то другое. После длительных размышлений Федор выбрал такое интересное направление, как бизнес-информатика. Я поступаю на бизнес-информатику. Я сначала вообще хотел на гостиничный бизнес пойти, но вообще родители говорят на юридический, на экономический идти, но мне больше как-то душа к этому лежит. Я в основном занимался по основе экономики, так как в школе мы на это большой упор не делали. А вот Кристина Бебя с выбором будущей профессии определилась давно. О том, что она обязательно станет хорошим юристом, девушка знала еще со школьной скамьи и усердно готовилась к вступительным испытаниям. Новость о том, что дальше не будет экзаменов, одновременно и обрадовала, и огорчила девушку. С одной стороны, это, конечно, не совсем хорошо, потому что мы, когда поступаем, мы должны пройти через воду, огонь, медные трубы, чтобы самим себе доказать, что мы достойны этого образования. Но так вот случилось, что мы не можем сдавать эти два экзамена, но это, может, и облегчает, с одной стороны, нашу участь. Вслед за Абхазским государственным университетом решение зачислить абитуриентов без сдачи оставшихся вступительных экзаменов приняла и приемная комиссия САИ. Ректорат вуза объясняет это тем, что у молодых людей было недостаточно времени на подготовку. Руководством вуза принято решение первый экзамен, то есть письменный, вступительный, провести, последующие экзамены не проводить, так как вы понимаете, ситуация с коронавирусом, с ковид очень серьезная. Как вы видите, наши студенты, то есть уже абитуриенты сидят по одному за партами. При входе у нас антисептические средства, каждому были набрызганы на ладошки, поэтому соблюдаются в рамках нашего вуза некие санитарные нормы. Сухумский открытый институт ежегодно осуществляет прием документов от абитуриентов по 8 специальностям: таможенное дело, бухучет, экономика, агрономия, налоги и налогообложение, туризм и гостиничное дело, бизнес-информатика, юриспруденция. В этом году желающих поступить в институт около 130 человек. О том, сколько абитуриентов будут зачислены в Сухумский открытый институт, будет объявлено по результатам первого и единственного вступительного экзамена. Гугуца Вардания, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Русдрама имени Искандера приостанавливает свою работу на неделю из-за эпидемиологической обстановки. Об этом заявил директор театра Ираклий Хинтба. По его словам, в течение недели ситуация должна проясниться, и театр сразу же приступит к работе, безусловно, с соблюдением всех санитарных норм. Спектакли «Кёджинские перепалки» и «Приключения Буратино» будут перенесены на более поздние сроки. В афише остаются все остальные названия, начиная с «Электро» 11 и 12 августа. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 25-30. Температура морской воды плюс 27 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.